Okay, dear saints, here we are again with our ninth session on biblical faith. Welcome. Здравствуйте, дорогие святые! Вот мы снова с вами, очень рады этому, и мы сегодня будем проводить наш 9-й урок, который касается библейской веры. In the last session, we started to look at the parable of the sower in Mark 4, which speaks about how the word is working in our heart and creating fruit. В прошлый раз мы с вами говорили о притче Иисуса из 4 главы Евангелия от Марка, где Иисус подробно описывает, как семя Слова Божьего проникает в наше сердце и как оно способно там производить свои плоды. We learned already that the Word of God has this wonderful ability to create faith in God in our own heart. Мы с вами уже тоже много об этом говорили, о том, насколько само Слово Божие является той самой силой, которая способна рождать в нашем сердце Божью веру. And it is of uttermost importance to understand how the Word is working in our heart and what prevents it from doing its work. И, разумеется, это крайне важно понимать, как Слово Божие технически, можно сказать, способно производить внутри нас плод и что мешает этому процессу. And to understand this process, that's why Jesus has given this parable of the sower and the word and the heart. И понятно, что именно для того, чтобы понять, помочь нам понимать, что препятствует этому процессу, когда And in this Слово Божие, проникая в наше сердце, рождает плоды. По этому поводу Иисус и дал нам эту притчу о семени и сеятеле. And in this parable, Jesus speaks about three hindrances that we have to overcome so that the word can really do its work and produce faith and then fruit in our lives. И в этой притче Иисус упоминает три конкретных препятствия, которые мешают Божьему Слову делать свое дело в нашем сердце, то есть производить веру и, соответственно, плоды. And of course, he's explaining those hindrances in order to motivate her to understand them and to overcome them. И для чего Иисус нам поясняет эти препятствия? Для того, чтобы, во-первых, мы понимали, о чем идет речь, и для того, чтобы помочь нам их преодолеть. And hindrance number one was that we allow the devil, through passivity and lack of commitment to the word to be stolen from our heart. Первая причина, на которую указывал Иисус, заключается в том, что из-за нашей пассивности, из-за нашего недостатка, можно так сказать, посвящения Слову Божьему, мы можем позволять дьяволу красть Слово Божие, семя, из нашего сердца. And in this lesson, we are going to look at hindrance number two. И сегодня мы будем говорить с вами о второй причине. And let's read Mark chapter 4, verse 16 and 17, please. Давайте с вами прочитаем сейчас Марка, 4 главу, снова 16 и 17 стихи. Другие похожи на семена, посеянные на каменистой почве. Это люди, когда слышат слово, сразу же принимают его с радостью. Но у них нет корня, и поэтому их хватает лишь на короткое время, а когда наступают трудности и гонения за слово, они сразу же отступаются. So at first, the word is received with gladness, but then something happens. There's stony ground, and the seed cannot make roots and go deep into the ground. Речь идет здесь о ситуации, когда сначала люди, казалось бы, с большой радостью принимают слово, но потом что-то происходит. Семя сталкивается с каменистой почвой, и именно поэтому оно не может проникнуть глубже в сердце и укорениться там как следует. And Jesus says, those people that have not overcome this hindrance, they last just for a time, but when affliction and
or persecution arises for the word's sake, immediately they are offended. Об этих людях Иисус говорит, что этих людей хватает всего лишь на короткое время, но когда наступают трудности и гонения за слово, то они сразу же отступаются или еще перевод притыкаются или обижаются. So the root is lacking. These people do not have a root, which is very important for them. Об этих людях можно прямо сказать из притчи, что у них нет корня. И это очень важная вещь. Without a root, no plant can live and grow. It's impossible. Важная почему? Потому что нам всем с вами понятно, что никакое растение, никакое дерево не может жить без корня. And the root serves for two purposes. It gives stability to the plant, whatever it is, a little plant or a big tree, it gives stability. And second, nourishment is received by the root. Зачем какому-то растению, независимо от того, это небольшое растение или гигантское дерево, зачем им нужен корень? Во-первых, корень является стабилизатором дерева, оно уравновешивает дерево и служит для его стабильности. А во-вторых, питание растения осуществляется именно за счет корня. And Jesus says, when affliction or persecution arises for the word's sake. И здесь Иисус говорит, но когда наступают трудности или гонения за слово, he didn't say if persecution or affliction arises, but when. хочу обратить ваше внимание, что Иисус не говорит здесь, ну, если наступит гонение или трудности за слово. Он говорит, когда точно наступят гонения. The consequence of accepting the word will always be some kind of trouble, affliction, persecution. Always. This is a law. Друзья, на самом деле, каждый раз, когда человек принимает слово, после этого обязательно наступят какие-то трудности, какие-то гонения, какие-то страдания. На самом деле это духовный закон. This is for two reasons. We live in a fallen world that is governed by a spirit of rebellion against God and His truth and His word. Это происходит по двум причинам. Во-первых, все мы живем с вами в падшем мире, где правят демонические силы, и которые противостоят Богу, Божьей истине, Божьему Слову. And people will respond to our faith with negative attitudes or behavior. И люди будут реагировать на нашу веру негативными словами, а то и делами. And the second reason is that we still have what the Bible calls the flesh. This is what we were before we became a new creation. И, во-вторых, Писание нам говорит, что у нас у всех есть плоть. И мы, по сути, были одной сплошной плотью до того, как мы стали новым творением во Христе. And because the flesh is in enmity against God and the things of God, there's always a tension within us. И потому что плоть всегда враждует против Бога и каких-то Божьих вещей, мы вынуждены жить с этим внутренним противоречием или внутренним напряжением. And the flesh resists the truth of God, resists serving and commitment and love and obedience. The flesh doesn't want this. Наша человеческая плоть, она противится истине, она противится правде, она противится служению, она противится смирению, она противится всяким таким вещам. Она просто этого не хочет всеми силами. So the flesh arises against the spirit. И плоть наша имеет тенденцию подниматься против духа. And again we have some struggle on the inside. И снова мы вынуждены переживать определенное внутреннее противоборство.
and it's unpleasant. It's a negative experience to go against this desire of the flesh. И это не очень приятное состояние, это неприятное ощущение, когда мы вынуждены противостоять собственной плоти. And this brings the suffering. И это рождает в человеке страдания определенные. And these people, when the resistance, the affliction arises, they get offended. They get mad with God, with Jesus. И написано здесь, что когда происходят эти неизбежные страдания и гонения за плоть, люди огорчаются, обижаются, они восстают, они злятся на Бога и на Иисуса. And they say, I don't like this unpleasant feeling. I want to feel well. I want to enjoy life. I want to have a good time. И люди как бы говорят внутри себя, ну, мне вот все эти чувства как-то не особо приятные, они мне не нужны, потому что я же хочу жить так, чтобы мне было комфортно, я хочу получать какое-то удовольствие от жизни. And yes, God wants to bless us and God wants to give us a good time and he wants us to enjoy life. Yes, this is the will of God, but И Бог на самом деле хочет, чтобы у нас жизнь была наполнена Его благословениями, чтобы мы могли наслаждаться жизнью и переживать хорошие времена. Но in order to enjoy the life of God, in order to have the joy of God and the peace and the comfort, we have to overcome first. Но для того, чтобы переживать эту Божью жизнь, переживать Божий мир, переживать Божью радость, переживать утешение от Бога, нам вначале необходимо победить свою собственную плоть. So the liberty that is promised to us by living in the Spirit will only be enjoyed when we live in this constant attitude of overcoming. И поэтому эта жизнь с избытком, эта свобода, где есть Дух Господень, она будет приходить в нашу жизнь только если мы с самого начала нацеливаемся на то, чтобы жить в этом состоянии победы постоянно. So it is a fundamental spiritual principle that living in the Spirit, living in fellowship with God, is always the result of overcoming and ignoring this unpleasant feeling. И, друзья, вот эта способность жить с Богом, жить в Его победе, она всегда является результатом сначала преодоления нашей собственной плоти и этого неприятного чувства, которое у нас возникает из-за столкновения с ней. When we want to follow Jesus, there is a price that we have to pay. И если мы хотим двигаться за Иисусом и жить с Иисусом, то всегда есть определенная цена, которую нам необходимо заплатить. And why do these people that Jesus is talking about, why do they get offended or why do they fall away? И интересный вопрос, почему вот эти люди, о которых здесь говорит Иисус, которые обижаются, которые расстраиваются, которые отвращаются от Иисуса, почему они отпадают? Well, the reason is very simple. They never accepted the challenge. They never said yes to the fact in their life of faith they will have to suffer. К сожалению, это происходит именно по этой самой причине, что с самого начала эти люди не приняли вызов, и они не согласились с тем, что жизнь по духу, жизнь с Богом, она будет производить в нашей жизни определенные страдания. They thought they would enter right away a life of blessing and enjoyment and everything is just wonderful and no problems. Таким людям казалось, что с самого начала они просто упадут в жизнь
удовольствий, благословений и радостей, и никакие проблемы жизненные их вовсе не ожидают. These are the people that heard and responded to a false gospel, which said, come to Jesus, everything will be fine, and all your problems are gone, and you will just have happiness and fun, and everything is wonderful. Отчасти это, возможно, еще объясняется тем, что эти люди в свое время просто услышали лжеевангелие, которое звучит приблизительно так: «Придите к Иисусу, и Он решит все ваши проблемы. Обратитесь ко Христу, и все в вашей жизни наладится. Это будет одно сплошное удовольствие и фан». And when they heard the message of prosperity, wealth, and health and joy, they said, yes, this is what I want. И, к сожалению, когда люди услышали именно такое Евангелие, Евангелие процветания, Евангелие благословения, Евангелие полного божественного здоровья, обеспечения, они сказали: «О, конечно, я, And да, скажу на такое Евангелие». And that's why they get offended when suddenly their expectations are not fulfilled. And they got offended and they said, this is not what I voted for. И, разумеется, когда такие люди сталкиваются с гонениями, они сталкиваются с какими-то страданиями, они именно по этой самой причине и обижаются, и они оскорбляются, и злятся, потому что они говорят: «Ну, это не то, что я ожидал, это не то, что я, в общем, на что я соглашался». A good example of this misunderstanding is the people of Israel. When they came out of Egypt, they had the promise, you will come into a wonderful land where milk and honey flows, and you will have a wonderful, blessed life. На самом деле это очень сродни истории израильтян, которые вышли из Египта. Они направлялись куда? Пойдем в землю обетованную, там течет молоко и мед. Просто отличное место. And they were tremendously excited when they came out of Egypt, and they celebrated and shouted for joy and praised God. И они были рады, когда они вышли из Египта, они ликовали, они кричали от радости, были очень счастливы. But very quickly, their joyful party turned into a great rebellion against God. Но очень быстро их радостное празднование обратилось в проявление мощного бунта против Бога. Because before they would enter the promised land, they had to go through a desert, and there were snakes and poisoned water and all kind of problems. Потому что потом, когда они вышли из Египта, от земли обетованной их отделяла пустыня, которую им нужно было преодолеть. И, разумеется, в пустыне что бывает? Змеи, бывает горькая ядовитая вода и прочие разные вещи. And very quickly they began to rebel, and they were offended, and they say, this is not what we want, and why does God lead us into this wilderness, and why we have to endure this, and da 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 da. И очень быстро они начали бунтовать и роптать, они начали злиться, они начали обижаться и огорчаться и говорить: почему Бог нас привел, зачем Он нас вывел в эту пустыню. И вот всякого рода таким словам конца не было. And they were complaining and rebelling against their leader Moses, and they were mourning and resisting. Они жаловались, они роптали на своего вождя Моисея, они бесконечно ныли. And then finally God shows up and he speaks to Moses and says, how long will this people mourn against me? И интересно, что потом мы видим, как Бог обращается к Моисею и говорит: до каких пор эти люди будут роптать против меня? And they said, why would Moses lead us into the wilderness? We all will die. It would be better for us that we have stayed back there in Egypt. И вы же помните, как они себя вели. Они говорили: зачем нас Моисей сюда вывел? Да лучше бы мы оставались в Египте, мы здесь все помрем. So they lifted themselves up against God and the purposes of God, and they said, it would be better for us if. И они проявили такое удивительное надмение, фактически. Они превознеслись над Божьими планами, заявляя:
было бы лучше, если бы. So they said, we know better than God, and God made a mistake. And they were full of Фак- rebellion against God. Фактически они сказали, мы сами знаем, что было бы лучше, Бог сделал ошибку. И они проявляли это неуважение и бунт к Богу. They never accepted the fact that in their following God, they had to pay a price. They never accepted that. Интересно, что они точно так же не приняли для себя этого простого факта, что следование за Богом всегда подразумевает определенную цену. Their first priority was not, we want to honor God and we want to live a godly life and we want to show our love to Him through obedience. But their first choice was, we want to have a good life. К сожалению, это не было для них приоритетом. Желание прожить благочестивой жизнью, угодить Богу, принести Ему славу. Нет, их первым выбором было желание прожить счастливую, беззаботную жизнь. For a new convert, it's of great importance to hear the right gospel message right at the beginning. You will go through many difficulties. This is normal. You will be no exception. И правда, для только обратившегося человека очень важно услышать с самого начала правильное Евангелие, что нас на нашем христианском пути ждет множество препятствий, ждет множество различных искушений, и мы должны быть готовы к тому, чтобы достойно пройти через все эти страдания. But the good thing is, in all the trouble and difficulties, God will help you. The grace of God will be there, and you will be equipped to overcome. You can go through this, you will survive it. Но при этом ведь отличная новость заключается в том, что Бог даст нам свою милость, свою благодать для того, чтобы мы могли достойно все это пройти. И в конечном счете Бог сможет снарядить нас и научить нас быть настоящими победителями, и у нас получится все преодолеть. When we look at the Bible and study the gospel, we find it's always connected with suffering, always. Если мы начнем пристально изучать эту тему в Евангелии, мы увидим, что само Евангелие и жизнь с Богом всегда идут рука об руку со страданием. I mean, remember when Jesus called people to follow him, he said, pick up your cross, deny yourself, give up everything. Помните, когда Иисус приглашал людей последовать за Ним, Он говорил, и только не забудьте, вам нужно все оставить, отречься самих себя, отдать все, что есть в вашей жизни, и последовать за мной. Surely that does not sound like an invitation to a party. Да, и, к сожалению, такие слова, они вовсе не похожи на приглашение на какую-то большую вечеринку, на какой-то праздник. And he said, you have to lose everything, you have to give up everything. Иисус предупреждал и говорил, вам придется все потерять, вы должны будете отречься от всего. And then later in the book of Acts, we see this is exactly what they told the new converts. You will have to go through many tribulation, afflictions to enter the kingdom of God. This is Acts chapter 14. What is it? Ну, 22, 14, 22. и, кстати сказать, мы потом находим это в жизни первых учеников, это Деяния 14, 22, Acts 14, 22. 14, да, в 22 стихе, ориентировочно в 14 главе, где апостолы и первые ученики Иисуса, они увещевают уверовавших, они говорили, братья, для того, чтобы вам войти в Царство Божие, вам придется сделать это многими скорбями. And the text says they strengthened the believers by telling them you have to go through many tribulations. И интересно, что в этом же отрывке говорится, таким образом они укрепили сердца слушающих, предупреждая их о том, что они многими скорбями войдут в Царство.
Someone in his natural mind would say, how can this strengthen me that I hear I will have to suffer and I have to go to many hardships? А, Скажем так, для любого человека, который логически над этим размышляет, это звучит как парадокс. Что это значит? Мое сердце укрепится, когда я услышу новость о том, что мне придется много страдать. But the strength is the understanding this is the only way how we will overcome. If we say, no, no, no suffering, I believe God will preserve me and He loves me too much and nothing will happen, we will be offended. Но на самом деле сердце как раз и укрепляется из этого простого понимания, что для того, чтобы побеждать, мне нужно это все просто пройти, мне нужно это преодолеть, а отречься, отказаться от этого и сказать, ой, нет, 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 это не для меня, Бог меня слишком сильно любит. Это значит в конечном счете подвергнуть себя обидам и огорчениям против Бога. There are so many scriptures in the Bible, especially the New Testament, which talk about this suffering for His name's sake, suffering for the kingdom, suffering for the gospel and the truth. На самом деле Новый Завет усыпан различными местами Писания, которые говорят нам о страданиях, которые нам необходимо претерпеть ради Евангелия, ради истины, ради Христа. When Jesus speaks about the end times, He says, you will be hated by everyone all over the place. Когда Иисус говорит, например, о последних временах, Он говорит, друзья, вас будут ненавидеть все, повсеместно. And He says the disciple is not higher, is not above the master. If the master had to suffer, you will have to suffer. Это слова Иисуса. Он сказал, никакой ученик не бывает больше своего учителя. И точно так же, как Иисус пострадал, Он предупредил нас, что страдать нам тоже надлежит. And Paul says, everyone that wants to live a godly life will have to suffer persecution. Например, Павел нас дальше предупреждает и говорит о том, что всякий, кто хочет жить благочестиво во Христе Иисусе, будет обязательно страдать. So I don't know exactly where we were, but we talked about suffering, and the Bible speaks about this important subject all over. Итак, мы с вами говорили о том, что Библия очень много говорит по поводу этой важной темы страданий. And especially in the last days before Jesus returns, it will be very difficult for the saints. This is what the Bible says. Библия нас также предупреждает, что ближе к концу, перед пришествием Иисуса, ситуация с этим еще более осложнится. And we learn from the Bible that the harlot, this false church that pretends to know God and to serve God, but in reality it's full of demons and full of heresy, this false church will persecute the bride of Christ. It's the Более того, мы harlot, читаем, called the мы harlot. читаем с вами о том, что восстанет в последнее время лжецерковь, которая называется блудницей, которая будет претендовать на то, что она любит и служит Богу, но на самом деле будет наполнена различными ересями и демонами. Так вот, блудница, она будет гнать подлинную церковь. The book of Revelation gives us this vision of the harlot and her nature. И в Откровении нам дается такая картина, из которой мы видим блудницу и ее сущность. And Jesus says in John 16:2 that people will be so deceived by lies of the devil that they think they do God a favor when they kill believers. Иисус предупреждал в Иоанна 16:2, например, о том, что люди будут настолько сильно ослеплены, настолько будут находиться в глубоком заблуждении, что им будет казаться, что, убивая верующих, они тем самым делают одолжение Богу и пользу приносят. So that means these are religious people. They believe in God, but not in the God of the Bible because they do not obey his word. Что, в общем-то, показывает нам, что люди эти будут по своей сущности религиозные, и они будут верить в Бога, только не в Бога библейского. So all this
leads to one conclusion. We have to accept the fact there will be suffering. Все это нас приводит к одному выводу, что нам необходимо просто для своей жизни принять реальность страданий. And Peter has something very interesting to say about this in 1 Peter chapter 4. И у Петра есть очень интересные мысли по этому поводу. О них мы читаем в 4 главе 1 послания Петра. In chapter 4, verse 1, he says, as Christ has suffered for us in the flesh, arm yourself likewise with the same mind. Итак, первый стих мы читаем. «Поскольку Христос пострадал телом, то и вы вооружитесь той же самой мыслью». He calls accepting the fact that we will suffer a weapon. We arm ourselves with this mentality, with this understanding. И интересно, что Петр здесь именно прямым текстом и говорит, что когда мы принимаем для себя тот факт, что, что Христос пострадал, и это надлежит нам тоже переживать, тем самым мы способны вооружить себя. When you accept the fact you will suffer for the faith, then you're no longer hoping, oh, I hope I will not have to suffer. I hope nothing bad will happen. You just know it will happen. And with this mentality, you can then look up to God and trust Him that He will give you grace to go through the suffering. В реальности, если мы способны принять страдания в свою жизнь, когда мы перестаем вот так метаться в своем сердце и говорить, ой, ну может быть, это как-то меня пройдет мимо, может быть, этого со мной ничего такого плохого не случится. На самом деле, когда мы принимаем этот факт как реальность, как неизбежность, мы способны прийти с этим к Богу и принять Его благодать, чтобы достойно все это пережить. Because God has not just promised us suffering, but He promised us that we will have His grace and His supernatural help to endure it for His name's sake. Потому что радостно от того, что Бог нам не просто пообещал гонения и страдания, но Он пообещал свою благодать и свою милость для всех тех, кто их проходит ради Него. And I want you to understand that suffering does not begin with being persecuted or tortured or put into prison or killed. It starts way before. На самом деле страдание– это не нечто такое из области, не знаю, тюремного заключения, какого-то, когда нас побивают камнями и какие-то вот такие радикальные страдания. На самом деле сами по себе страдания начинаются значительно раньше. If we are committed to obey the truth, there will be again and again situations where we have to go against our own natural desire. We want an easy life. We want no unpleasant feelings. На самом деле, когда мы посвящаем себя жизни и хождению в истине, обязательно раз за разом будут происходить различные ситуации, когда мы будем вынуждены наступать на все эти неприятные чувства и на все эти желания наши просто прожить милую и приятную жизнь. As I said, the flesh is resisting the will of God, is resisting obedience, is resisting humility and serving and forgiving and any kind of obedience. The flesh is totally against it. Мы уже с вами говорили сегодня о том, что плоть человеческая, она сопротивляется Божьей воле, она сопротивляется любому смирению, она сопротивляется, не знаю, прощению, даянию, служению, она сопротивляется любого рода послушанию Богу. So if we want to live a successful life as disciples, we have to accept, yes, this involves suffering, and I say yes to it, and I don't try to avoid it.
И если я хочу прожить плодоносную, успешную жизнь как ученик Христа, мне ничего не остается, как только смириться с этим и принять для себя тот факт, что страдания в моей жизни будут неизбежны. And if we really believe in the Bible, there must come a day where we say goodbye to this pleasure principle. Да, и если я принимаю библейскую истину, и я принимаю тот факт, что наступает тот день, когда мне нужно вообще раз и навсегда попрощаться с этим принципом удовольствия человеческого, This pleasure principle says, I only want to do things that I like, that are easy, and that I enjoy. что я под этим подразумеваю? Вот принцип жизненного удовольствия говорит нам так. Я хочу делать в своей жизни только то, что будет мне легко, приятно, то, что будет давать мне только положительные эмоции. And unfortunately, many believers never said goodbye to this wrong principle. И, к сожалению, вынужден констатировать, что многие верующие, они с этим принципом жизненного удовольствия так и не распрощались. The Bible calls us to all kind of practical steps of obedience, and there will be the resistance of the flesh. Oh, I don't like it. It's not fun, and I don't want it. Просто потому, что Библия нас призывает к многочисленным, постоянным шагам послушания. И, разумеется, в нашей жизни будут наступать такие моменты, когда нам хочется сказать, ну, что-то мне вот этого не хочется совсем. Это не так весело и приятно. And if we identify ourselves with the resistance of the flesh, we will never be able to overcome. И если мы, скажем так, самоидентифицируем себя или мы определяем себя по вот этому внутреннему сопротивлению плоти, то есть мы фактически себя олицетворяем с нашей плотью, то никакого движения вперед нам ждать не стоит. We cannot define ourselves by looking at our feelings and letting the feelings decide what we want. Никому из нас нельзя э, идентифицировать себя со своими чувствами, то есть считать, что я это и есть мои чувства, и поступать в соответствии с ними. Because we are called to do the will of God. We are called to obey the truth. And therefore, we say, this is what I want. I want to follow Jesus. I want to live a godly life. I want to please God no matter what. Почему? Потому что мы призваны с вами на самом деле исполнить волю Божью. Мы призваны для того, чтобы жить ради Его славы. И нам очень важно себя видеть именно такими и настраиваться и говорить, нет, я буду жить ради славы Божьей, я буду жить ради Царства. This is what I want. And if this involves unpleasant moments and situations that are not easy, then be it so. I say yes, because I committed myself to live for God. И это то, на что я настроен, это то, что я решил. И даже если это подразумевает какие-то неприятные моменты в моей жизни, ну и хорошо, да будет так. Почему? Потому что я решил в своей жизни жить для того, чтобы угождать своему Богу. So God calls us and he expects from us, if we want to successfully follow Jesus, we have to say yes to suffering. Итак, Бог призывает нас, если мы хотим преуспевать в нашей жизни ученика, Бог призывает нас сказать «да» страданиям. Only then we can expect the help of God, which will lead us through these unpleasant moments. И именно тогда мы можем ожидать Божьей помощи, что она придет и поможет нам достойно пройти все эти моменты. And we need to get used to overcoming this pleasure principle. And therefore, there are many practical situations in our daily life. А, Так как мы должны научиться сопротивляться и говорить «нет» этому принципу жизненного удовольствия, посему в нашей жизни и возникает очень много ежедневных, интересных жизненных обстоятельств. If we hurt someone, God expects us to go to the person and ask for forgiveness and say, I was wrong. I was not
allowed to do this. Please forgive me. Например, если мы кого-то обидели, Бог ожидает от нас, что мы пойдем к этому человеку, смирим себя и скажем ему: пожалуйста, прости меня. And if you do this for the first time in your life, this is very, very difficult to И humble я yourself. понимаю, что для человека пойти и сделать это первый раз довольно сложно. Просто пойти и вот так смирить себя. And there are many, many other situations where we have to overcome those negative feelings. Oh no, I don't like it. И таких ситуаций в нашей жизни происходит огромное множество, когда мы должны просто преодолеть это внутреннее сопротивление и нежелание пойти и делать то, что Бог говорит нам. If you hear the message of honoring God with your finances by giving tithe, the flesh doesn't like it. Если мы слышим проповедь о том, что мы должны почитать Бога своими финансами, какой плоти такая проповедь понравится? And it will give you all kind of reasons why in your situation this is not a good advice. Она начнет моментально восставать со всякого рода доводами рассудка, почему к вам эта проповедь плохо применима. Or you hear the message, if you want to grow in your love relationship with God, you need to get up every morning and spend time with Him, worshiping Him and praying the word and having fellowship with God. Да, или, например, когда вы слышите слово, которое говорит о том, что для того, чтобы нам установить по-настоящему благословенные отношения, тесные отношения с Богом, нам для этого нужно каждое утро вставать, дисциплинировать себя, молиться словом, поклоняться и проводить с Ним время. But the flesh doesn't like this idea to live by commitment, to live by principles. The flesh says, well, if I want to pray, then I will pray, but don't force me. Но какой человеческой плоти нравится вообще само слово посвящение, когда мы живем в соответствии с какими-то принципами? Нет, она предпочитает сказать так: ну, если у меня будет желание помолиться, я, конечно, помолюсь. But if you want to follow Jesus, you have to force yourself. Но, друзья, если мы хотим последовать за Иисусом, нам придется себя дисциплинировать, нам придется заставлять себя делать какие-то вещи, если хотите. Many times you have no desire to pray, but you are committed to pray. I will pray every morning. I will praise God. I will honor Him. I will be thankful. And you just do it with all the resistance of the flesh. Понятное дело, что частенько нам может вовсе не хотеться молиться, но мы все равно молимся, мы все равно благодарим, мы все равно поклоняемся, мы все равно приходим к Нему с хвалой, преодолевая любое сопротивление нашей плоти. And you don't identify yourself with the flesh. You don't say, what a bad Christian I am. I have no desire to pray. And I'm backsliding and I'm not good for anything. И мы же себя не соразмеряем именно с этими негативными какими-то нехочухами внутри нас. Мы не говорим: о, я такой плохой христианин, вот мне ничего правильного не хочется, и да-да. No, you hold on to the truth. I'm a new creation. I'm made for God. And it's the greatest enjoyment in my life to love God and to please Him and to obey Him. And this resistance is not me. This is the flesh and this is my enemy. В такой момент очень важно сказать: нет, я Божье дитя, я был сотворен Богом для Него. Это величайшая радость и удовольствие моей жизни — любить Бога и поклоняться Ему, и служить Ему. Это то, кто я есть, и это то, что я буду делать. And by ignoring the desires of your flesh and doing what is right, what is the truth, by this lifestyle, you go against your own flesh. You crucify the flesh. И в такой момент, не потакая каким-то желаниям нашей плоти, но противостоя ей и делая то, что правильно, таким образом мы обретаем победу над нашей плотью. Many Christians never made this commitment. I'm not going up according to my feelings. I go by the truth, by what is right and what is necessary. И тоже, к сожалению, многие христиане, они так и не сделали этого внутреннего решения и посвящения, что я не буду, Вадим, своими чувствами
в моей жизни я не буду поступать в соответствии с тем, что они мне диктуют, но я буду поступать в соответствии с тем, что правильно. And then they have all kind of problems with their motivation in their relationships, in practical life, in work situation, all kind of problems. И потом эти люди сталкиваются с огромными проблемами в том, чтобы правильно мотивировать и сподвигать себя в различных сферах своей жизни, там, начиная с работы и заканчивая отношениями и всем остальным. Therefore, I want to say it again. We have to say yes to suffering. We have to embrace it. Именно поэтому я хочу снова это сказать. Всем нам надлежит сказать «да» страданиям и принять их в свою жизнь. If we run away from this fact, it will grow worse and worse and worse with our feelings. Потому что если мы будем уклоняться от этого и бегать от этой важной темы, на самом деле наша ситуация с давлением чувств будет только усугубляться, все будет становиться только хуже. And we have to make a commitment to believe the truth, and then we will receive great help in suffering. Мы должны сделать наше посвящение истине и потом получить всю необходимую помощь. And God promises us wonderful things. Let's turn to Matthew 5. И Бог на самом деле нам даже в этой сфере, Он обещает удивительные вещи. Давайте откроем Матфея 5 главу, например. And we read from verse 11. Blessed are you when men shall revile you and persecute you, and shall say all manner of evil against you falsely for my sake. This is Matthew 5:11. 11 стих из 5 главы от Матфея. «Блаженны вы, когда из-за меня люди оскорбляют и преследуют вас, и говорят о вас всякую ложь». So Jesus says, when people speak evil about us, when they lie about us, when they go against us, we are blessed. Интересно, Иисус говорит, что когда люди оскорбляют нас, говорят на нас всякие гадости и распространяют ложь, это делает нас благословенными. The unrenewed mind would say, well, how can this be a blessing? This is terrible. И необновленный ум скажет какое-то странное благословение. Это кажется просто ужасным, когда люди так с нами поступают. Let's continue reading verse 12. Rejoice and be exceeding glad. Давайте с вами дальше читать в 12 стихе, где написано «Ликуйте и веселитесь». This is crazy. We should rejoice when these evil things happen. Что значит «ликуйте и веселитесь», когда происходит такой ужас? This is exactly what Jesus is teaching. And he Но gives the это то, explanation. чему на самом деле здесь учит сам Иисус. И Он объясняет дальше. Rejoice, be exceeding glad, for there is a reason why we should rejoice. Он говорит, ликуйте и веселитесь, потому что есть причина, по которой нам стоит ликовать и веселиться. For great is your reward in heaven. Потому что вас ждет великая награда на небесах. We are blessed because there is a reward in heaven. Мы блаженны или благословенны. Почему? Потому что нас ждет награда на небесах великая. And Christians with their unrenewed minds they say, yes, but a reward in heaven, I need something good now. I'm in suffering and I need something to cheer me up now. Христианин с необновленным мышлением скажет, ну, награда на небесах – это, конечно, хорошо, но мне нужно что-то здесь и сейчас для того, чтобы мне хоть как-то приободриться в сложившейся ситуации. This is why Jesus says in Mark 4, these are people of the moment. They just look at the present situation and what good can come out of this for me now. This is the attitude.
Именно поэтому один из переводов Евангелия от Марка, который мы читали, 4 главу в притче о сеятеле и семени, о таких людях говорится, это люди короткого времени, короткого мгновения. Это люди, которые заинтересованы в том, что здесь и сейчас. But by trusting the truth, we will see beyond the present situation, and we can see it will end up in a very wonderful way. There will be a reward given to us. Но по благодати Божьей мы сможем шагнуть за пределы нынешнего момента и увидеть то, что ожидает нас в вечности, увидеть эту великую награду. The same thought we find in Luke 6 and В, yeah, в 22. Еван- Blessed are you when men shall hate you, and when they shall separate you from your company, and they shall reproach you and cast your name as evil for the man's sake. Похожая мысль содержится в Евангелии от Луки в 6 главе в 22 стихе. «Блаженны вы, когда люди вас ненавидят, когда вас изгоняют и оскорбляют, когда бесчестят ваше имя из-за Сына Человеческого». And again, it says, rejoice because there's great reward. И в 23 стихе мы читаем то же самое повеление. Он говорит, ликуйте и прыгайте от радости вообще, потому что вас ждет великая награда на небесах. So by believing Jesus, these are not empty words, but there's a real reward. We can look to the reward, and because of the reward, we can encourage ourselves to endure this little moment of suffering because a great and eternal reward is waiting for us. И доверяя словам Иисуса, мы понимаем, что это же не просто какие-то, там, не знаю, наивные слова, но что на самом деле нас ждет великая награда на небесах, обещанная нам им самим. Именно благодаря этому мы и можем мотивировать себя, чтобы достойно переживать какие-то кратковременные моменты страданий, которые встречаются на нашем пути. So, looking at the reward, expecting the reward, believing that there is a real reward will help us to build up our motivation. Именно способность увидеть эту награду, способность верить, что эта награда есть, что это не пустые слова, ожидать ее, она сможет смотивировать нас в правильным образом. Jesus said when we go to our room and be alone with God and we pray, we will be rewarded. Иисус, например, нам точно так же говорит, что когда мы идем и мы в тайне молимся нашему Отцу Небесному, Он вознаградит нас явно. So when I don't feel motivated to pray, then I think about this reward and I say, yes, I want this reward. And I motivate myself to go against these negative feelings. И когда мне не хватает запала и желания пойти и молиться, но я держу перед собой эту награду, что Отец мой Небесный вознаградит, она помогает мне, это понимание награды, оно помогает мне молиться и преодолевать свои какие-то негативные чувства. To strengthen our motivation by looking at the reward is a very biblical principle. Более того, скажу вам так, что смотреть на награду и ожидать награду, и таким образом мотивировать себя – это совершенно библейский принцип. I want to give you two examples. Хочу вам два примера дать по этому поводу. Hebrews 11, please, and we look at the life of Moses. 11 глава послания к евреям. И давайте посмотрим с вами на жизнь Моисея. In verse 24, we read, by faith, Moses, when he was come to years, refused to be called the son of Pharaoh's daughter. 24 стих. Итак, Евреям 11:24. «Верой Моисей стал взрослым, отказался называться сыном дочери фараона».
You know the story, he was considered to be a son of Pharaoh's daughter, but in reality, he was a Hebrew man. Вы знаете эту историю, что так сложилось в жизни Моисея, что он считался дочерью фараона, но по своему происхождению он был евреем. And he said goodbye to the privileges of the life in Pharaoh's palace. И Моисей добровольно отказался от всех привилегий и удовольствий жизни во дворце фараона. Verse 25, he chooses, not it felt like this is a good idea, he chooses rather to suffer affliction with the people of God than to enjoy the pleasures of sin for a season. 25 стих. Он предпочел, или еще один перевод звучит как выбрал. Это не просто в какой-то момент ему неожиданно захотелось, и он что-то почувствовал, но он выбрал и предпочел лучше быть притесняемым вместе с народом Божьим, чем наслаждаться кратковременными греховными удовольствиями. And then please look at 26. This is the explanation why he was able to do such a decision. Esteeming the reproach of Christ greater riches of Christ greater riches than the treasures in Egypt, for he had respect unto the recompense of the reward. И 26 стих нам объясняет причину, по которой он смог предпочесть, почему он смог выбрать. Здесь написано, он видел, какая награда ждет его впереди, и поэтому унижение ради Христа для него было ценнее богатств Египта. So we see there was a decision that he made, or he would choose. On one hand, there were the pleasures of sin for a season, and then in 26, the greater riches of the heavenly reward. Мы видим с вами, что он смог предпочесть быть притесняемым вместе с Божьим народом, чем наслаждаться кратковременными греховными удовольствиями, потому что он видел, какая награда ждет его впереди. And of course, this heavenly reward would last forever. И, конечно, что такое небесная награда? Это награда, которая будет длиться вечно. So we can see that he made a very intelligent choice. There was a little pleasure for a moment, and there was excuse me, a great and unending pleasure in eternity. Мы видим, что на самом деле решение Моисея было очень оправданным и логичным. Вместо кратковременного удовольствия он предпочел вечную награду. So it is of great importance for us to learn that these heavenly rewards are real. They must become real for us. И на самом деле нам очень важно прийти к такому моменту, когда вот эти обещанные небесные вечные награды становятся для нас реальностью. And then we can say with Paul, yes, this is for a little season, there is suffering, but for the suffering, we get a tremendous reward which cannot be compared to this little moment of suffering. И тогда мы будем способны, как Павел, сказать, что сейчас эти кратковременные страдания, которые мы переживаем, они ничто в сравнении с той вечной славой, которая ожидает нас. So it's of great importance that the heavenly reward becomes a reality for us, and it's a power that motivates us. Итак, мы с вами говорим о том, что нам стоит прийти к тому, что небесные награды – это реальность для нас, которая еще и мотивирует нас в нашей земной жизни. Without the heavenly realm becoming real to us, there will never be an overcoming Christianity. В реальности, до тех пор, пока сфера небесного не станет реальностью, для верующих не будет никакой побеждающей церкви.
That's why the Holy Spirit is given to us to open our eyes, to teach us, to understand, to give us understanding about the things that are waiting for us in eternity. Именно поэтому нам тоже был дан Святой Дух, чтобы мы могли, благодаря Его помощи, осознать и принять в свою жизнь те великие награды и наследия, которые мы имеем с вами, как святые во свете. And I want to give you a second example of this principle, overcoming by looking beyond the unpleasant moment, the situation of suffering. Еще хочу вам показать один библейский пример, насколько это полезно выходить за рамки какого-то временного неудобства и временного страдания и смотреть на то, что нас там ждет. In chapter 12 of Hebrews, it speaks in the first verse about running with patience А, the race В that is set Евреях, before us. в Евреях в 12 главе, в 1 стихе говорится о терпеливом преодолении отмеренной нам дистанции. How do we learn to run with patience, or we could say, how to overcome and not to give up? Как мы можем научиться терпеливо преодолевать отмеренную нам дистанцию, или другими словами сказать, преодолевать и побеждать и не сдаваться? By looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Это происходит, когда мы смотрим неотрывно на Иисуса, который является начальником и совершителем нашей веры. And then we find a very interesting and helpful description about his walk on earth. И потом дальше в этом 2 стихе мы находим очень интересную подробность о хождении земном Иисуса. Jesus, who for the joy that was set before him, which was waiting in heaven, he endured the cross. Здесь ясно написано, что Он, Иисус, ради предстоящей радости или награды, ожидающей Его на небесах, претерпел смерть на кресте. So, what gave him the strength to endure the cross? Пренебрегший позор. Что дало Иисусу силу и крепость пережить крест? Looking beyond the moment of suffering into eternity and realizing there is a great joy waiting for me. Способность увидеть за пределами креста, увидеть за пределами того момента страдания и увидеть и знать о этой предстоящей радости, которая ждала его в вечности. That, of course, does not mean that at the cross he had any kind of joy. No. Это не значит, что он там радостным на кресте висел, конечно. But the joy that was waiting for him was so real that he could beyond this moment of suffering. Но эта радость, которая ждала его позади креста, она была для него настолько реальной, что он смог пережить это страдание. And he's our great example, and we are supposed to follow him. So we have to learn to trust that there are rewards for us. И он является нашим примером. Мы все призваны ходить по его стопам. И мы призваны точно так же, как и он, верить и принимать эту ожидающую нас радость, эту вечную награду от Бога. And if we trust the word, if we trust the Holy Spirit, again and again, we will be convinced, yes, there's pleasures, unbelievable, great pleasures in heaven that are waiting for us. И если мы доверяем Слову и уповаем на Святого Духа, то наше сердце снова и снова будет утверждаться в этом факте и в этом понимании, что нас с вами,
когда мы преодолеваем что-то ради Евангелия, ради Христа, ждут неимоверные, просто неописуемые радости и удовольствия. And again, the Holy Spirit will give us, He will grant us little glimpses of this eternal joy and fulfillment that is waiting for us in heaven. И тогда снова и снова мы будем переживать, благодаря Слову и Духу, эти короткие, может быть, вспышки этого внутреннего удовлетворения и радости, которые ждут нас на небесах. And these experiences and the Word of God, which promises there's much more, they will give us courage and endurance and strength to go through moments of suffering. И эти наши переживания, и само Слово Божие, они будут давать нам и терпение, и выносливость, и крепость для того, чтобы отмеренную нам дистанцию проходить достойно. A tremendous example we find in scriptures in Acts, I believe it's chapter 8, when Stephen was stoned. Мы видим с вами удивительную картину этого в Деяниях апостолов, в 8 главе, где Стефана побивали камнями. The moments when the stone came against him, his face was changed and he was shining like an angel. Когда до него стали долетать камни, написано, его лицо преобразилось и сияло, как лицо ангела. And he saw heaven opened and he saw Jesus. И он увидел отверзшиеся небеса и Иисуса. And the interesting thing is, he saw Jesus standing. И интересно, что там говорится, что он видел, как Иисус стоит. All the other passages in the Bible that speak about Jesus in heaven, we see Jesus sitting on the throne next to the Father. Это интересный факт, потому что все другие описания Иисуса на небесах показывают нам его сидящим рядом с Отцом. But in that moment, Stephen saw Jesus standing. Но в этот момент Стефан видел Иисуса стоящим. And I believe Jesus was standing like this. Yes, come. Just one more moment and you will be there. Come, be encouraged. И я верю, что он видел, наверное, Иисуса стоящим и даже протягивающим к нему руки, возможно, и говорящим: подожди еще минуту и приходи, и будем вместе. I believe in moments of suffering, there will be special grace. И я верю, что во времена каких-то тяжелых гонений и страданий есть эта особая благодать. Just recently, I read a story of a man of God in the 1600s in England when he was burned for his faith. Буквально недавно я читал историю одного человека Божьего, который был вынужден пойти на костер в 1500-х годах за веру. And the people that were following him when he went to the stake where he was supposed to be burned, they said to him, please give us a sign when the grace of God will come to you. И его сопровождали определенные люди к тому месту, где находился костер, на который он должен был зайти. И они его просили, чтобы он дал им знак, когда Божья благодать придет к нему. And then they were watching him being burned in the fire. И они стояли и смотрели за тем, как этот человек горел на костре. And at a certain moment, it looked like he was already dead. And people were staring at him. И в какой-то момент все выглядело так, как будто человек уже умер, и просто народ стоял вокруг, обступивший его, и смотрел на него. And the flames were all over him, and he was burning like a torch. И этот человек горел, реально, он был похож на факел горящий. And then suddenly he raised his hand and would clap 3 times. И в какой-то момент времени вдруг неожиданно этот человек поднял руки и трижды хлопнул в ладоши. For the Father, the Son, and the Holy Spirit. Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
And people were greatly encouraged by seeing him dying that way. И люди, которые наблюдали за этой казнью, они были очень сильно ободрены в тот момент. Remember the moment when this soldier, a Roman soldier, saw Jesus die? The way he saw him dying made him convinced, truly, this is the Son of God. Это как было с тем римским солдатом, который смотрел на то, как Иисус умирал. И то, что он увидел в последний момент Иисуса, вложило в него уверенность, что это был воистину Сын Божий. And there are many stories where the martyrdom of Christians is described, and people get greatly encouraged by the way they died. И есть достаточно много свидетельств о мученических смертях христиан, и при этом многие люди, которые присутствовали в тот момент в тех местах, они были убеждены, и они были очень сильно ободрены тем, что они видели в момент их смерти. There's an ancient book, I don't know if this is in Russian, it's called Fox's Book of Martyrs. Я не знаю, есть ли такая книга на русском языке или нет, но есть, есть книга, которая называется «Книга мучеников», которую Фокс написал. And it describes many situations of people who died for their faith and how it was and yeah, how people were encouraged by the way they gave their life. В этой книге как раз-таки и описаны многочисленные исторические свидетельства смерти мученической христиан и как другие люди были вдохновлены, наблюдая за этим. Well, coming to an end, I want to say that I have a great sense that it's high time to prepare for suffering. И приближаясь к концу нашего сегодняшнего разговора, я бы хотел закончить тем, что я скажу вам так. Я верю, что сейчас наступает такой очень кульминационный момент, когда нам следует, как следует приготовиться к страданиям, друзья. The church that we see in the end times, in the last days before Jesus comes, is a glorious church, but at the same time, a greatly persecuted church. Мы видим, что в последние времена, перед пришествием нашего Господа, церковь будет победоносной, но при этом она будет еще и очень сильно гонимой. And maybe this is closer than we think. И, возможно, это все значительно ближе к нам, чем нам кажется. But even if it is still some decades ahead, it's high time to learn how to go through unpleasant moments of suffering for his name's sake, for his glory. Но даже если развитие, кульминационное событий будет еще сколько-то, через сколько-то десятилетий, нам, правда, стоит как следует приготовиться к тому, чтобы научиться говорить «нет» каким-то нашим неприятным чувствам, неприятным переживаниям и достойно переживать различные гонения и страдания ради Его имени и ради Его славы. So when we learn this lifestyle of going against this pleasure principle and making choices by what is right, what is the truth, what is necessary, we will be greatly blessed. И, друзья, в любом случае, когда мы с вами освоим эту способность говорить «нет» этой философии жизни, которая ищет только удовольствие, когда мы научимся выбирать, делать то, что нужно, делать то, что правильно, делать то, что истинно, на самом деле мы будем через это очень благословенны. And by the word of God, our faith, our trust in God will grow more and more. И по благодати Божией наше упование на Бога и наша вера будет все больше возрастать. And by faith, we can please God. And through faith, we will see finally those wonderful rewards that are waiting for us.
И верой мы сможем, друзья, с вами угождать Богу. И верой мы сможем увидеть все те чудесные благословения, которые ожидают нас на небесах. So I hope this teaching encourages you and you make a commitment. Yes, I want to live the real Christian life. I want to learn to say yes to suffering, and I will not shrink and I will not run away from it, but I will accept it, that this is part of my calling. И я надеюсь, что это слово вдохновляет вас, и вы сможете выбрать, и вы сможете посвятить себя на то, чтобы не бегать от каких-то страданий, не бегать от каких-то неприятных переживаний в своей жизни, но принять их, проходить их достойно и понимать, что это неотъемлемая часть нашего христианского призвания. And by doing so, we will learn to run the race with endurance. И поступая таким образом, мы научимся преодолевать в терпении отмеренную нам дистанцию. Jesus said, those who will endure till the end, they will be saved. And this is what you want. И Иисус сказал, и всякий, кто претерпит до конца, всякий, кто терпеливо дойдет до конца, он получит свою награду. И это ведь то, что мы с вами хотим. Okay, that's it for today. In the next session, we will look at the third hindrance, the thorns, and how we can overcome them. Thank you so much. God bless you. Bye-bye. Да, на сегодня, пожалуй, все. На нашей следующей встрече мы будем с вами говорить о третьем препятствии из притчи сеятеля и семени. Это шипы, это тернии, и как мы можем с вами их преодолеть. А так, спасибо вам большое за внимание. Благословит вас Господь. Okay, God bless you. Bye-bye. До свидания.